Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы хотим представить вашему вниманию экспозицию Эсэх. Важнейший якутский праздник Эсэх традиционно отмечается 21 июня, самый длинный день в году, в день летнего солнцестояния. В этот день саха собирались родами, чтобы провести ритуалы почитания божеств Хаи и спросить у них плодородного и изобильного года. Эсэх, значение слова, можно перевести как изобилие. По преданию, первый Эсэх был устроен легендарным прародителем всех саха Эллеем в честь своего Уру, то есть бракосочетания, на дочери Могой Бая. По данным Вацлава Серешевского, эсэхи в старину собирались не в определенную дату, но по всякому поводу, требующему совместного обсуждения, либо чтобы отметить свадьбу, заключение мира и вообще по случаю какого-либо радостного события. Эсэх проводился на достаточно большом открытом месте, где устанавливались чечи, молодые зеленые деревца, соединенные вершинами. Там же ставились эмир, большой и богато украшенный кожаный сосуд для кумыса, и созывали гостей. Худяков в кратком описании Верхоянского округа приводит одну любопытную подробность. Тех, кто не откликнулся на приглашение, хозяин, устраивавший эсэх, проклинал. Затем, по описанию Ивана Худякова, приглашенные шаманы совершали главный обряд празднества. Сопровождаемые каждой 7 девушками и 9 юношами, причем все сопровождающие непременно должны были быть девственны, шаманы проходили в загон, где были привязаны жеребцы, каждый в сопровождении кобылы, и разведен огонь с восточной стороны. Далее шаманы произносили молитву Алгыс, спрашивая благодати и восхваляя божеств Хаи, а в завершении обряда лили кумыс на привязанных жеребцов. По завершению обряда Алгыс все собравшиеся пили кумыс и пировали, после чего начинались разного рода игры и состязания. Худяков упоминает старинный обряд, совершавшийся перед эсэхом, в ходе которого выбиралось из табунов по 6, 7 или 9, но не более 9 отборных жеребцов и кобыл. По числу жеребцов выбирали юношей, которые одевались в белые одежды и верхом отгоняли отобранных жеребцов в глухие места, подальше от населенных людьми краев, в дар божествам. Возвращение этих жеребцов считалось плохим предзнаменованием. На этом наш рассказ закончен. Подробнее о празднике Эсэх вы сможете узнать при посещении нашего музея, либо же приобретя диск с нашим фильмом, посвященным этой теме. Спасибо за внимание.